90 лет назад, в далеком 1931 году, юный комсомолец, студент и активист Иван Осипов предложил назвать советское физкультурное движение просто и доступно «Готов к труду и обороне». И с тех пор знаменитое секретное оружие русских, а именно так называли западные СМИ новое спортивное движение в СССР, является одним из главных инструментов развития массового спорта в нашей стране. Сегодня, 20 марта, в физкультурно-оздоровительном комплексе проходит мероприятие в рамках фестиваля «Крымская весна». Также это мероприятие приурочено к 90-летию со дня образования Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». У нас в районе работает центр тестирования ГТО, который находится в физкультурно-оздоровительном комплексе. Любой желающий может сдать нормы ГТО. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО и получить индивидуальный номер. Сдача норм ГТО проходит согласно календарю. Сегодня у нас сдают спортивная школа дети. Также у нас в дальнейшем, согласно плану, будет приниматься и среди общеобразовательных школ, и также взрослое население. Учащиеся детской и юношеской спортивной школы номер 1 от 6 до 17 лет прикладывали все силы в выполнении испытаний комплекса, а их было немало. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, бег на 30 метров, челночный бег, стрельба из электронного оружия, подтягивание из виса на высокой перекладине. Я судья по подтягиванию. У них подготовка очень хорошая. Сдают на отлично. В Ильшевском районе ребята очень сильно подготовленные, хочу сказать. Сразу видно, слабых нет. Молодцы, стараются. Желаю побольше успехов и всем желаю сдать на золото. Большинство участников достойно прошли все испытания, ведь каждый из них уже довольно продолжительное время занимается тем или иным видом спорта. Я Фазлыева Арина, ученица 9 А класса МГУ гимназии номер 1. Также воспитанница школы ДЮСШ номер 1. Занимаюсь волейболом. По волейболу ходила в разные соревнования, где занимали призовые места. Сегодня пришла сдавать ГТО для того, чтобы узнать свои способности. Здравствуйте, меня зовут Хайрдинов Ринат, я ученик 10 Б класса, и я пришел сдавать ГТО. Занимаюсь я уже 4 года лыжным спортом, также стреляю, поэтому подготовка у меня хорошая. Сдали мы уже 3 упражнения, все сдано на золото, надеюсь, остальные тоже будут золото. Я очень рад, что у нас в районе созданы все условия для занятий спортом. Это очень хорошо, это развивает все возможности детей. Также хочу пожелать всем удачи. Следующий этап предстоит пройти в бассейне. Это плавание на 50 метров и на стадионе бег на лыжах. Ребята, сдавшие все нормативы, получат значки ГТО в зависимости от результатов – золотые, серебряные или бронзовые. Мы же призываем ильшевцев всех возрастов заниматься спортом, готовиться к сдаче норм и проверить себя на выносливость, ловкость и гибкость на проводимых мероприятиях ГТО. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».